В эфире Якутии-24. Актуальное интервью. В студии работает Василий Радченко. Здравствуйте. В Якутске по-прежнему острой остается проблема устройства ребенка в детский сад. И это несмотря на то, что с осени детские сады в городе смогли принять дополнительно 4500 школьников, дошкольников от 3 до 7 лет. Родители малышей занимают очередь, чтобы попасть в дошкольный отдел мэрии с 4 часов утра. И при этом у всех разные проблемы. Кто-то доносит документы, кто-то просто хочет сверить свою очередь. Как устроить дошкольников в детский сад в Якутске и почему? Многие вопросы родители не могут решить с помощью портала «Еду и Якутия». Об этом и многом другом мы поговорим сегодня с начальником управления образования окружной администрации города Якутска Василием Петровым. Василий Васильевич, здравствуйте. Спасибо, что посетили нашу студию. И хотелось бы начать наш разговор с вопроса, сколько детей в возрасте от 3 до 7 лет на сегодняшний день стоит в очереди, чтобы получить путевку в детский садик? Действительно, в этом году количество детей, которые стоят в очередь, в начале года было 6032 ребенка. В настоящее время идет комплектация. Выдано более 3000 путевок, и в очереди у нас остается 3004 ребенка. И до сентября месяца комплектация будет продолжаться. С 1 сентября у нас начинается новый учебный год в дошкольных образовательных учреждениях. Мы надеемся, что большинство детей пойдут в муниципальные детские сады, остальные, как уже в сюжете, который был в новостях, при плане 2100, остальные дети пойдут в негосударственные дошкольные образовательные учреждения. А сколько учреждений дошкольных сейчас на данный момент не хватает городу? Ну вот как... По данным наших специалистов, порядка 10 дополнительно учреждений нам необходимо в городе построить. Но сейчас уже ведется строительство 5 детских садов в рамках государственно-частного партнерства. Кроме этого, по федеральной программе по созданию мест для детей с 1,5 до 3 лет ведется выкуп 5 объектов на 500 мест. Кроме этого, значит, по инвестиционной программе нашей республики начинается реконструкция детского сада на 240 мест по улице Мелиораторов в поселке Марха. И кроме этого мы планируем выкупить у МУП АРТ дополнительные группы для детского сада номер 15 на 100 мест. Таким образом, в этом году у нас будет создано дополнительно 2430 мест. А какими еще путями решается проблема нехватки мест в детских садах? Вариативные формы различные, в том числе это негосударственные образовательные учреждения для детей дошкольного возраста. А негосударственные учреждения дошкольного возраста, они отвечают всем тем требованиям, которые, допустим, отвечают государственные? И можно ли родителю, отдавая в такой детский сад, быть спокойным, что его ребенок получит? Из 44 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих уход и присмотр для детей дошкольного возраста, 34 имеют соответствующие лицензии. То есть эти детские сады полностью соответствуют требованиям и образовательной деятельности, и по уходу и присмотру. В прошлом году количество таких предпринимателей, обладающих лицензией, было меньше. То есть идет развитие нашего негосударственного сектора. Они видят, что надо развиваться, то есть предоставлять более широкий спектр услуг, в том числе образовательного характера для детей дошкольного возраста. А отдавая родителю, когда родитель отдает своего ребенка в негосударственный садик, на что ему стоит обратить внимание при этом? Какие документы можно истребовать у детского садика? Ну, во-первых, наличие лицензии, ознакомиться с лицензией, ознакомиться с условиями ухода, присмотра с детьми, отдыха и, конечно же, наличие прогулочной площадки для детей. А почему родители не могут получить соответствующую информацию на не так давно открытом официальном портале и до сих пор продолжают занимать очереди аж с 4 утра? Ну, это, видимо, привычка у наших граждан города Якутска. Испокон веков очередь была и продолжает ходить, хотя уже с 17 апреля эти услуги легко получить в электронном виде через портал госуслуг. Это такие виды услуг, во-первых, как постановка в очередь и сверка очереди. А окружная администрация проводила ли какой-либо опрос у граждан, насколько им удобно пользоваться этим сайтом, или, может быть, им не хватает каких-то услуг для этого?
Ну, буквально это даже месяц, прошел только месяц, получается, то есть даже меньше месяца, конечно, еще рано подводить какие-то итоги. Ну, через определенное время мы проведем такой анализ. А какие еще вопросы, кроме тех, которые вы перечислили чуть ранее, могут еще найти родители на портале? Это поступление детей в первый класс и приобретение путевок в загородные детские лагеря отдыха. А насколько просто это делать насколько проще это делать через портал, чем занимать живую очередь? Ну, это намного проще. Конечно, если есть соответствующая компьютерная техника у родителей и выход в интернет. Если этого нет, то в МФЦ такие услуги предоставляют консультанты, и соответствующее оборудование имеется в МФЦ. Поэтому мы предусмотрели все эти варианты. И теперь у нас в управлении образования такие услуги в скором времени предоставляться не будут. Будем только консультировать в рамках выбора программы дошкольного образования и какие-то другие такие моменты, которые не являются ординарными. То есть, Тогда, получается, эту информацию родители смогут получать только на сайте или, допустим, да, в МФЦ тоже им это будет предоставляться? только через электронные услуги. Ага, родители волнуются, многие частные детские сады грозились поднять стоимость за месяц, и не будет ли решена субсидированием эта проблема, и как обстоят дела с частными садами вообще на данный момент? 22 мая правительство нашей республики приняло постановление о распределении субсидий на компенсацию индивидуальным предпринимателям затрат на уход и присмотр. 23 мая окружная администрация города Якутска подписала соглашение с Министерством образования о выделении субсидий города Якутску. И с сегодняшнего дня, как было по сюжету видно, мы уже начали подписывать соглашение с нашими предпринимателями. Поэтому никакого повышения за уход-присмотр с родителей не будет. А как предприниматели отреагировали на такую инициативу с вашей стороны, и какой они вклад внесли в проект об этом? Ну, на самом деле этот проект реализуется в городе Якутске уже с 2015 года, поэтому это у нас уже как бы не новый проект. Предприниматели с пониманием относятся, что у нас есть определенные обязательства в рамках бюджетного кодекса, то есть мы работаем по нормативным документам. Ну, то есть ранее эту систему вы уже прокатывали на частных садах, а с какими трудностями сталкивались? Трудности? Ну, здесь, конечно, это материально-техническое обеспечение частных детских садов, здесь на первом очередь стоит, да, то есть необходимо иметь соответствующие площади, оборудованные, и потом у нас родители и дети уже знают, что должно быть в детских садах, и, конечно, уже услуги должны быть высокого качества, поэтому, ну и конкуренция, конечно, конкуренция между частными детскими садами, ну это как бы хороший двигатель для развития нашего дошкольного образования. А могут ли сами предприниматели помочь решить проблему с нехваткой детских дошкольных учреждений в связи с этой субсидией? Ну, они и предпринимают эту работу, то есть они создают дополнительно 2100 мест для наших детей, да. А такое масштабное строительство вести, конечно, это необходимо, чтобы был серьезный инвестор. Там это, пока до такого мы еще не дошли. Ну, скорее всего, в рамках государственного и частного партнерства, в принципе, это и есть тоже частный бизнес. Он за свой счет строит 5 детских садов сейчас в нашем городе. Это тоже серьезные вливание в экономику нашего города и развитие дошкольного образования. А вот вы говорили то, что в Якутске планируется построить еще около 10 государственных и бюджетных учреждений, касающихся детей. Смогут ли, точнее, какой процент на данный момент смогут покрыть предприниматели от количества детей, которое планируется разместить в этих 10 учреждениях? Ведь понятно, что их построят не в этом году, а, допустим, это на ближайшую перспективу планы идут. В этом году будут введены примерно половина того, что я перечислил выше, да. А предприниматели, как я уже сказал, 2100 – это план этого года, то есть на это количество у нас рассчитаны субсидии. Больше мы пока не можем предоставить субсидию. То есть сумма фиксированная, 109 миллионов на этот год. Вот. В рамках этой суммы мы работаем.
Деятельность, связанная с детьми, обязательно должна лицензироваться. И в прошлом году были случаи, когда детские сады открывались без лицензий. Упростилась ли сейчас система получения лицензии для таких частных учреждений? На самом деле уход-присмотр, он не требует наличия лицензии, да? Эта деятельность не лицензируется, а лицензируется образовательная деятельность. Поэтому требования при получении лицензии, они не упростились и не усложнились, они остались такими же. А предприниматели не жаловались на то, что им в какой-то степени трудно открыть или заниматься этой деятельностью? Нет, все понимают ответственность, какая идет по работе с детьми, поэтому жалоб со стороны предпринимателей нет. Как быть семьям, которые только недавно переехали в столицу? До этого они могли оставить в районе и на своей малой родине с родителями своими, с бабушками, с дедушками. Что можно им сделать, как им можно помочь и куда им обращаться? Ну, во-первых, надо встать в очередь, то есть это через электронные услуги. И потом при возрасте детей от 3 до 7 лет мы можем предоставить место в негосударственном частном образовательном учреждении, а в муниципальной, конечно, в порядке очереди. Но если это, то есть при комплектации уже на следующий год будем рассматривать. И, Василий Васильевич, у вас есть возможность пожелать родителям в завершение нашей программы что-нибудь? В заключение хочу пожелать нашим выпускникам 9-11 классов успешной сдачи в итоговых государственных экзаменах. Вы стоите перед порогом новой жизни, и от этого зависит ваша дальнейшая судьба. А остальным учащимся и дошкольникам хочу пожелать хорошего отдыха, оздоровления и набраться сил для нового учебного года. Василий Васильевич, спасибо, что посетили нашу студию и обсудили с нами такую проблемную тему. А я напомню, что с нами был Василий Васильевич Петров, начальник управления образования окружной администрации города Якутска. И поговорили мы сегодня на тему проблем устройства детей в детские сады и дошкольные учреждения. В студии работал Василий Раченко, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на Якутия 24.